В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Приветствую. В этом году в Якутске должны отремонтировать 15 километров автодорог. Это 11 участков. Сколько километров автодорог отремонтировали на сегодня? Гость студии Павел Сидоров, начальник отдела по дорожному строительству «Главстрой». Павел Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, удалось ли справиться с планами наполовину? Добрый день. Общая строительная готовность объектов ремонта строительства уличной дорожной сети города Якутска у нас сегодня составляет порядка 65%. Завершается у нас на данный момент работа по выносу переустройству инженерных коммуникаций, которые, как правило, занимают достаточно большое количество времени. И вот в плану мы в августе-сентябре месяце выходим на основные работы по устройству асфальтобетонного покрытия. В рамках какого национального проекта организованы работы ремонтные? У нас вот с 19 по 24 годы был реализован национальный проект «Безопасные и качественные дороги», по которому мы отремонтировали порядка 200 километров уличной дорожной сети города Якутска. Но на сегодняшний день у нас новая программа – это инфраструктура для жизни, которая направлена на улучшение качества жизни горожан. До какого года рассчитана программа? Программа рассчитана у нас до 30-го года. Сколько подрядных организаций сейчас трудится? На сегодняшний день у нас определены 8 основных подрядных организаций, которые определяются по итогам конкурса на выполнение строительно-монтажных работ. Сколько средств вообще будет потрачено? Общий лимит финансирования на 2025 год у нас составляет порядка 1 миллиарда 707 миллионов рублей. Из них это около миллиарда рублей средства федерального бюджета, 478 миллионов средства республиканского бюджета и 278 это средства местного бюджета. Это вот по всей республике? Нет, это чисто по городу Якутску. Только Якутска. Да. А сколько освоено на сегодняшний день? На сегодняшний день освоено порядка 43% от общего лимита финансирования. 11 участков вошли вот в программу этого года. Какие именно вот эти участки? Можно вот поподробнее рассказать? Да, действительно, у нас на данный момент ведется строительно-монтажный работа по 11 объектам. Это 2 объекта у нас в микрорайоне Туску, Катынг-Чаран, Вес-Чагда, и 1 объект у нас в селе Сырдах, капитальный ремонт уличной дорожной сети. Вот по этим 3 объектам у нас на сегодняшний день завершены все строительно-монтажные работы. Акты приемки подписаны. Вот сейчас ведем план передачи объекта в эксплуатацию. Дальше у нас идет капитальный ремонт улицы Белинского. Это на участке от Петровского до Октябрьская. На сегодняшний день подрядная организация уже выполняет работу по устройству асфальтового покрытия. Дальше у нас идет улица Севастопольская. Это от улицы Кунатовского до 50 лет октября автострады. Улица Заречная в селе Капитоновка, Бестужа Марлинского, капитальный ремонт Сергелянского шоссе, это опять же большой у нас объект, порядка 3,3 километров у нас по плану ремонта. И капитальный ремонт квартала многодетных семей, это в селе Катасы, это 2-й этап, первый этап реализовали в 2022 году. Улица Лизы Чайкиной, Заречная Капитоновка, Ленская и Бестужа Малинская, вот 2-й этап тоже. А вот какой самый сложный участок, вот когда за работу будут завершены? Если смотреть по вводным объектам 25-го года, это, конечно же, капитальный ремонт Сергелянского шоссе, там, как я говорил, 3,3 километра у нас, и большая протяженность у нас вот квартал многодетных семей, тоже порядка 3 с лишним километров. Планируют завершить в течение... Да, вот по этим всем 11 объектам у нас завершение работ в октябре текущего года. То есть уже в этом году все закончится? Да, мы должны ввести все эти объекты. И так, а кто контролирует вообще качество дорог? Перед началом строительного сезона у нас в учреждении определяются ответственные технадзоры, которые проверяют ход выполнения работ, качество выполняемых работ на соответствие проектной документации, требованиям нормативных документов. Также у нас со стороны заказчика ведется лабораторный контроль использованных материалов и также выполняемых работ. И со стороны у нас есть определенные ответственные кураторы
федеральных структур ПКУ Пурдор-Вилюй и Пурдор-Лена. И тоже мы периодически совместно организовываем совместные осмотры хода работ. А что, если вот приемку не принимают? Что тогда в этом случае? Дается предписание на устранение с указанием сроков, и по итогам устранения уже принимается. То есть переделывать Да, все-таки на будут? переделку. А были уже такие случаи, может, примеры? Да, у нас были такие случаи. Вот недавно у нас по Сергеевскому шоссе, в средствах массовой информации тоже это все освещалось. У нас при укладке нижнего слоя асфальтированного покрытия смесь асфальтированная не отвечала требованиям. И поэтому подрядчику пришлось его заново переулаживать. А вот с чем связана вот такая работа? И могут ли быть в других местах, допустим, такие же проблемы? Такие же места могут быть, но опять же, как и говорил, у нас ведется лабораторный контроль. Какой вообще срок годности у дорог, ремонтируемых? Есть понятие межремонтный срок. Она определяется исходя из типа дорожной одежды, из категории дороги. Вот, в основном у нас в городе Якутске это категории дорог 4 и 5. По ним межремонтный срок составляет порядка 12 лет. 12 лет. То есть, а если вот меньше, вот за 3 года буквально часто такое бывает? Если срок ямы появляются, это уже заново начинают их ремонтировать? В Или таких все-таки случаях оставляют можно как есть? применить такие понятия, как использовать слои износа. Это, то есть снял первый асфальт, верхний слой и положил вот маленький такой тонкий слой асфальта. Слои износа называется. А предъявляются ли какие-то претензии вот, к строителям дороги? Претензии, конечно, есть со стороны горожан, наших жителей, со стороны контролирующих органов, ГИБДД, прокуратуры. Мы все на них реагируем, стараемся таких моментов, чтобы не было. А дороги, допустим, есть ли какой-то срок у дорог, если срок истек в течение 3 лет, например, в том случае подрядчик меняет и делает ли заново ремонт или нет? У нас в каждом муниципальном контракте прописываются гарантийные сроки на выполнение работы. То есть всего в течение гарантийного срока подрядчик обязан за свой счет переделывать какие-то выявленные недостатки. На каждый вид работ сроки отличаются. На верхний слой покрытия это 4 года у нас. На нижний слой покрытия 5 лет. На земляное полотно 8. Вот такие сроки у нас указываются. То есть, если, к примеру, на Бестужево-Марлинского через 3 года дорога испортится, то вот в течение этого времени они могут заново сделать ремонт. Да, совершенно верно. А как вообще проходит ремонт вот по улице Аюнского и Хабарова? Так, у нас на данный момент подписано 2 муниципальных контракта на большие капиталовые объекты, Хабарова, Аюнского. По Аюнскому у нас в 2025 году по плану определен участок от улицы Дежнева до Кандрашвили. Это ремонт проезжей части, устройство пешеходной зоны, благоустройство объекта, это в части озеленения, устройство линии наружного освещения. Участок от Кандрашвили до Октябрьской у нас запланирован на 26-27 годы. То есть в этом году, получается, от Кандрашвили до Дежнева. Это вот полностью мост. Да. Там что еще будет дополнительно, вы сказали? Ремонт покрытия проезжей части. Но у нас на перекрестках будут еще дополнительные полосы для поворота налево-направо. Будет озеленение объекта полностью и освещение также. А что-то новое добавится вот именно конкретно по этой улице? Это же, получается, район студенческий. И будут ли там новые какие-то бордюры, да? Но у нас гранитный бордюр там предусмотрен, как на проспекте Ленина. А будут ли велодорожки там? Велодорожки будут также. Дополнительно? Да. А по всем 11 участкам будут ли велодорожки, добавится что-то новое, может быть? Нет, по остальным 11 век у нас велодорожки, к сожалению, не предусмотрены. Только Хабарова, Аюнского. Уже начался ремонт улицы 50 лет Советской Армии. Вот какие работы сейчас проводятся там? На данный момент у нас подписан муниципальный контракт с подрядной организацией «Рик Автодор».
Также у нас в этом году определен конкретный участок. Это от Крыжиновского до Бабушкина. А от улицы Кальвиса до Крыжиновского у нас также 26-27 годы. Вот объекты в 27 году у нас будет. В этом году мы должны внести работу по инженерной инфраструктуре, то есть вынос и переустройство. И вот участок от Крыжиновского до Бабушкина мы должны завершить в этом году. А вот по планам на будущее есть уже известно, что вот планируют отремонтировать? Вот как изменится, может, дорожная инфраструктура у нас в В городе? целом по городу, да. Но у нас планы, да, сформируем. У нас есть ответственный департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, который разрабатывает планы ремонта именно в период с 25 по 30, например, года. И по этим планам мы уже начинаем разрабатывать проекты сметной документации, начать проводить конкурсы на выполнение строительно-монтажных работ. Вот, то есть мы работаем вот конкретно вот к этому плану. А есть уже известно, вот, какие это будут участки? Ну, на данный момент она находится на рассмотрении, пока ничего не утвержден. А как это определяется? Вы по вопросам горожан или это по запросу? Ну, опять же, да, это по обращениям граждан, опять же, по, вот, как я сказал, по межремонтным срокам, насколько убитые дороги. Ну, исходя из этих факторов формируется план. Например, мы разобрали это вот в центре городов, то есть это в центре города, то, что вот дороги вот главные и где проходит междорожье, я так понимаю, да? А вот что касается вот дворов, кто отвечает за ремонт дорог, дворов? Дворовых территорий, по ремонту дорог дворовых территорий у нас есть отдел капитального строительства, также у нас в Госсторе, в нашем учреждении. И также они вот в этом году, по-моему, отрабатывают по ремонту дворовых территорий. Но это другое дело у нас. Это уже отдельные люди да. занимаются. А как заявку подать, может быть, если кто-то из коллективная жителей? заявка от жильцов. То есть нужно вот вместе какое-то коллективное, Да. вот подпись, какую-то коллективную Коллективное собрать? обращение, письмо в адрес. Ну, в принципе, реально. Да, реально. Павел Вячеславович, спасибо, что сегодня пришли, рассказали про дороги, городскую инфраструктуру. Спасибо. Это Спасибо была большое. программа «Актуальное интервью». До встречи.